Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор, волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях Рустам Каримов, ветеран СВО, снайпер одного из подразделений мотострелкового полка 12-19. Здравствуйте. Здравствуйте, да, все верно. У снайпера на СВО какие задачи? Так же наблюдаешь, в принципе, так же в прицел смотришь, да, вот именно на обороне. Если, брать из расчета то, что на обороне, в принципе, такая же задача, как у обычного стрелка. Но ведь все-таки снайпер очень сильно отличается от простого стрелка. Бывает, что вы не двигаетесь и по 6, и по 8 часов, и вы никогда не спите. Да, нет, то, что был снайпер в пехоте, немножко отличается. Если брать штурмовые действия, то это, скажем, прикрытие, товарищей, например, если как правильно говорить. А есть еще отдельная категория снайперов, которые, да, у них другие совсем абсолютно задачи. Они где, залегают, на какой-то точке, где им говорят, к примеру, и все, могут буквально 12 часов, лежать 10-8. Двое суток Двое суток, да. И была поставлена задача, к примеру, если им, что нужно обезвредить противника. То есть он будет проходить в такое-то определенное время. У них есть другие задачи. Рустам, вы награждены медалью Суворова, медалью имени Галии Шаймуратова и медалью за ратную доблесть. За что они? За любовь к родине. Все 3 медали. Вот такой у нас скромный боец. Вы родом из города Салават, Республики Башкортостан, и отправились в зону специальной военной операции в рамках частичной мобилизации с вашими земляками из родного города. Да, все верно. Уходили 20 человек, с города Салават. Вы знакомы были до этого? До этого нет, не были знакомы. Потом и держались так крепко-крепко. Да, служили все в одном взводе, все делали сообща, как говорится, слаженно, дружно. А как проходило боевое слаживание? Вот многие говорят, кто приходит к нам в гости на эфир, что только потом, уже в бою, оценили тот колоссальный труд и те навыки, которые были заложены как раз-таки на боевом слаживании. Да, слаживание приходило тяжелее, потому что все-таки обучали немножко по-другому, так как война все-таки другая. Были представители, кто уже был на СВО, уже участники, объясняли многое, показывали, рассказывали. Пригодилось? Пригодилось, да, пригодилось. А что самое ценное? Самое ценное, на это, в наших реалиях, это как правильно увернуться от FPV-дрона. Можешь потеряться все-таки первый раз, когда особенно выходишь, все-таки страх, паника присутствует у каждого. А когда уже у тебя в голове рассказ какого-то опытного бойца, ты вспоминаешь и уже непосредственно выполняешь его, действия. Вы служили на таких направлениях, как Марьинка, Бахмутовская, это Донецкая Народная Республика. Вы были снайпером и держали оборону, чтобы противник не продвинулся дальше. Оборону держали мы поначалу под Марьинкой на второй линии, там немножко было попроще. Это было, естественно, все-таки не первая линия. А затем уже, когда были под Бахмутом, там уже было потяжелее, потому что нужно было постоянно наблюдать, 24/7, постоянно быть на связи. Вдруг противник все-таки пройдет, мало ли, будет какие-нибудь атакующие действия с его стороны, А на самом деле, сейчас говорим, то, что все-таки война другая, даже ночью FPV-дрон все-таки дрон — это разведка. С ночным видением, и с тепловизорами они летают, уже тяжелее себя как-то замаскировать. А помогают эти плащи-невидимки, которые присылают? Помогает, но все равно, я думаю, если опытный оператор БПЛА, то, думаю, он увидит все-таки движение, там немножко оно заметно. Но перед вами стояли штурмовые задачи, ранения вы получили недалеко от населенного пункта Клещеевка, ДНР. Помните, как это было? Да, все помню. Была поставлена задача захватить лесополку, Выдвинулись небольшой группой, прошли определенное количество, и непосредственно уже когда последнюю открытку надо было, пробежать до противника, вышел, заметил одну мину, успел ее обойти аккуратненько, а вторую, видать, уже не заметил, и она была в траве, и наступил. Первые ощущения были непонятные. Непонятно, думал, прилет ли, или все-таки дрон, может, все-таки как-то скинул, потому что не было ни звуков, ничего. Потом почувствовал, что жжение в ноге, понял, что ранение какое-то, да, увидел, что, ногу оторвало уж, и сам себе наложил жгут. Но нога на артерии висела? Или артерию тоже перебила? Получается, не было стопы, полностью, Полностью? Да, полностью, виднелась кость только одна, чисто без ничего.
Наложил жгут. Жгут, кстати, наложил как никогда. Вот накладываешь прям идеальный жгут, видать, ну, страх, может, паника какая-то, да, как бы на учениях такое редко когда получится. Ну, вот. Начал, скажем, уже потом ползти к посадке, от которой отходили. Прибежали товарищи, нас вот 3 было. Один начал перебинтовывать, скажем, чтобы остановить кровопотери. Второй пошел искать других каких-нибудь, ну, скажем, товарищей тоже, чтобы помочь, скажем, меня эвакуировать. Там минут через буквально 15-20 нашел, и все-таки начали, да, там, эвакуационные мероприятия. Думал о семье, как бы о дочке, о сыне. Потому что дочке на тот момент было всего лишь 5 месяцев, думал. Мотивировала? Да, мотивировала, как бы идти было немало, там около 8 километров, как бы в пешем порядке, это очень тяжело. О чем ребята говорили в этот момент? Поддерживали? Ребята не то, что поддерживали, они как бы и шутили надо мной, как бы там все будет нормально, все хорошо, еще увидимся, там все будет просто здорово. Но устали очень сильно, как бы, и погодные условия были там очень жаркие, прям была жара, не все в амуниции. Как бы я еще сам там под 80 килограмм, как бы это было тяжело, я считаю, нести вчетвером. Вы прям с улыбкой трудно. говорите о таких серьезных вещах, вы очень мужественный человек. А ведь, Артур, и у тебя была похожая история. Да, я Ты получил наложил ранение. жгут самостоятельно, когда получил ранение. Как это было Да, у тебя? удалось наложить себе жгут. Вот. Обезболивающего не было. 150 метров я прополз до наших позиций. Меня заметили на МТЛБ. На мотологу меня закинули и уже отвезли в полевой госпиталь. Там уже наложили хороший турникет и отправили в полевой госпиталь в Сватово. Там уже получил ампутацию. Ну, сил вам и терпения, и вы большие молодцы. Спасибо. Низкий поклон за ваше мужество. Спасибо. Спасибо. Рустам, а вы сейчас на протезе? Да, на протезе, все верно. И вы уже, привыкли, свыклись? Да, привык, как говорится, свыкся, то, что все-таки нет ноги, но жить надо продолжать. Это правильно. Как бы жизнь не стоит на месте. Есть моменты, конечно, физические, да, там, как бы, не смогу сейчас там пробежаться или подпрыгнуть, например, да, как бы есть моменты, нюансы, но все-таки справляемся. Сейчас, тем более, технологии не стоят на месте. Сейчас у меня протез с микропроцессорным управлением получается вполне удобный, как бы Силой духом вы не падаете. Да, походка как бы особо не отличается. Бывает, что прихрамываешь, когда от усталости, например. У меня товарищ, он тоже потерял стопу, но он катается на горных лыжах. Слышал об этом, да, рассказывали в фонде защитника Отечества у меня в городе. Тоже предлагали спортивный протез. Но я, говорю, сказал то, что давайте попозже, как только у меня культя более-менее сформируется, потому что все-таки я хожу только полгода всего лишь, там, скажем, через год примерно, условно, через 1,5 я к вам приду и уже сделаю себе спортивный протез через них. И, в принципе, буду спокойно заниматься спортом, думаю, как и все другие люди. А вот вы говорите про фонд защитника Отечества, есть еще и ассоциация ветеранов СВО, взаимодействуете? Да, взаимодействуем, вся в городе работаем, как бы плотно. Рустам, а вот несколько кадров с передовой, давайте посмотрим. Так, эту фотографию я делал примерно где-то под Клещеевку, вот у нас там постоянно позиции менялись. А кто рядом с вами? Это командир роты был и 2 товарища с моего взвода. Это вот наш взвод, Флаг получается. Башкортостана. Да, это были когда на слаживание, получается, в городе Пенза. Вот. Родная символика — это все-таки вот такое, что-то значимое, воодушевляет. мотивирующее. У нас как много регионов, и когда там, допустим, общаешься с кем-то, каким-то военным, типа, а ты откуда? Там, вот с Башкирии, там, ничего себе, я у вас там был, там, когда-то там в Уфе, там, 20 лет назад, там, что-то начинает рассказывать, как красиво. Вы проходили лечение в 8-м филиале Бурденко. Как там? Там вообще отлично, все понравилось. Врачи очень молодцы. Перевязки были вот через день, помню, первые перевязки, там, чуть ли не со слезами на глазах. Но, то, что больно все-таки, еще непривычно. Но хотел бы отметить то, что вот медсестра, которая была в перевязочном кабинете, такая, знаете, женщина, которая не плачет, типа, ты же мужчина, успокойся. И ты такой лежишь и думаешь, да, нельзя плакать. Нужно успокоиться, взять себя в руки. Нашла подход. Да. Рустам, вот снимки вашей семьи, у вас жена, сын, дочка. А вот мерами поддержки Республики Башкортостан, нашими региональными или федеральными, вы пользуетесь? Ну, сейчас вот мерами пользуемся, то, что, скажем, вот компенсация оплаты ЖКХ услуг, скажем, там еще какие-то вроде есть, если не ошибаюсь. Предлагали тоже с Фонд защитника Отечества уже всей семьей, как бы не чисто одному поехать в санаторий, а уже с семьей, 4 человек. Планируете? Да, планируем, но немножко чуть попозже. До СВО в городе Салавате вы работали мастером по ремонту технического оборудования.
Да, все верно. Работал на заводе «Нефтехимия Ремстрой» назывался. Сейчас уже после увольнения вернулся уже в ремонтно-механический завод. Также на должность мастера еще плюсом мне пошли навстречу и создали, скажем, рабочее место вне зоны объекта. Улучшили условия. Да, улучшили мои условия. Но фактически сохранили ваше место. Должность, да, все то же самое, все сохранилось. Деятельность тоже сохранилась, но немножко с небольшими отклонениями, скажем. Очень важно для ветеранов знать, что их ждут. И поэтому у нас сейчас идет работа, чтобы у них обязательно за ними закреплялись их рабочие места. Это очень важно. Но в вашем случае не только закрепили, но еще и улучшили условия труда. Это тоже важно. Как приняли ваши коллеги? Когда первый раз пришел, уже после увольнения, чисто скажем, ну, увидеться, как пообщаться, все были радостные, довольные, то, что все, молодец, все, вернулся, нам наконец-то. И вот как раз в этот момент вот решался вопрос в плане, ну, рабочей деятельности, то, что будет, потому что физически уже не могу выполнять ту работу, которая была за мной закреплена раньше. А помимо работы удается участвовать в каких-то патриотических мероприятиях? Частенько проводим уроки мужества в библиотеке в городе Салават, «Своя химия». Сейчас там уголок СВО, получается, мы тоже сделали. Дети приходят, с удовольствием слушают. И также ходим на спортивные мероприятия тоже. Это очень важно, правильно, да. да. Вообще цель вообще создания ассоциации ветеранов СВО – это консолидировать всех ветеранов, да, взять в единое целое, потому что когда мы вместе, мы очень сильные, и нас уже ничего не сможет сломить. Ну и вы один из ярких представителей этой ассоциации. Спасибо, что делаете такую замечательную работу, потому что наше подрастающее поколение должны знать своих героев. Одно из направлений, которое курирует глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров, это проект «Герои Башкортостана». Я знаю, что вы тоже подавали заявку. Волнительно было? Подавал, да, волнительно. Думал, что вдруг не справлюсь, все-таки не хватит опыта какого-то или каких-то знаний определенных, потому что моя деятельность на заводе там сильно отличается от того, чем эта программа будет заниматься. Рустам, мы вас поздравляем, вы прошли в финал, вы большой молодец, а дальше больше. Спасибо, очень, очень прям радует это. Скажите, а вот с ребятами, которые там на СВО, ваши сослуживцы, удается поддерживать связь? Да, связь поддерживаю, но не так часто, как бы хотелось, потому что все-таки, ну, сами понимаете, это тяжело сделать, там, когда он все-таки выходит на связь, ему все-таки охота позвонить там супруге, детям, как бы маме, папе, если живы, ко всем своим близким родственникам. У вас есть возможность обратиться ко всем вашим сослуживцам. Хотел пожелать скорейшего возвращения домой и только с победой. Ну и ждем наших ребят живыми, здоровыми. Вам низкий поклон и большое спасибо за службу. Успехов в мирной профессии. Спасибо. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. А мы напоминаем, что у нас в гостях был ветеран СВО, снайпер одного из подразделений мотострелкового полка 1219 Рустам Каримов. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.